Мы говорим о том, что есть вообще актера. Ну, да, для нашего поколения, вот когда наше поколение закончило учебу, да, после за 1 год до распада Советского Союза, и был такая мгла была, да, ты думал, что нету, завтрашнего дня нету. И вдруг приглашают в Дом кино в 93-м году, и нам показывают фильм «Селькинчик». И все. И у нас открылась перспектива. Наше поколение, мое поколение, вот. И вот этот свет в конце беспросветной мглы, начала 90-х, дикого капитализма после распада СССР. Я благодарна Октану, потому что я вовремя увидела фильм «Селькинчик», который мой самый любимый фильм в его творчестве. Я, может быть, самую лучшую свою рецензию написала именно на фильм «Селькинчик» там 30 лет назад. Вот, потому что она открыла мне горизонты, да, она открыла то, что если у тебя все плохо, ты страдаешь, ты кажешься, что не находишь выхода из какой-то сложной жизненной ситуации. Фильм говорит о том, что ты всегда найдешь выход. И вот эти свои страдания ты можешь переработать, и у тебя получится произведение искусства. Вот об этом был фильм. И у меня была такая статья «Экзистенциональный путь героя» в фильме «Селькинчик». Вот, это раз. Потом этот фильм, он был снят, да, как это в стиле подлинное кино. Я тогда писала, потому что там была когда-то в 50-х годах прошлого века статья Федора Степуна о истинном кино, подлинном кино, да, то есть вот у Октана там это не в основе не литературное произведение, это оригинальная его идея, играют непрофессиональные актеры, и все разыгрывается на натурной площадке, да, не в декорациях, вся вот эта история. И самое главное, это там был такой, я в то время тоже я работала с «Маяк» фильмом, фильм был снят на «Маяк» фильме, да, Мария Бакирова, Петр Елеференко, и мы отправляли, я помню, фильм в Японию. И вот директор Японского фонда содействия кино он мне говорит: пришлите, пожалуйста, диалоги. Я говорю, там же фильм без диалогов. Он говорит, я понимаю, что фильм без диалогов, но там есть 2-3 фразы, которые обмениваются герои. Они, наверное, имеют какое-то значение. И действительно, помните там эпизод, когда Мерлан стоит на крыше клуба и вот с бабушкиным платком, как парашют, и видит свою любимую девушку Айнуру и кричит: «Айнура, Айнура, мень Гагарин, сень Титов, я Гагарин, ты Титов», и прыгает с этого парашюта. А это поколение, вот Октан, Хасан Кадралиев, Арнест Абдельджапаров, они как раз дети постгагаринского времени, да, они родились за несколько лет до 61 года, до года полета Гагарина в космос. И вот это поколение, значит, наших режиссеров, которые родились где-то 57-й, 56-й, 60-й год, они все мечтали полететь в космос. И вот эту вот мечту, как бы, это и Шамиль Джапаров в «Кочеве космонавта», да, вот эту мечту поколения воплотил. И вот в фильме «Селькинчик» эта мечта тоже, как бы, показана, что это уже после полета Гагарина в космос. И в этом фильме там, как бы, страдания, которое превращается в произведение искусства, да, вот мальчик страдает, потому что это девушка, в которую он влюблен, ну, чуть-чуть на 2-3 года его старше, они дружат, и вдруг появляется моряк, который увлекает эту девушку, она бросает мальчика, и мальчику кажется, все, мир, все плохо, дальше жизни нет без этой девушки. Но вдруг что-то его останавливает, да, и он начинает рисовать эту девушку. Он на стене дома рисует эту девушку. То есть он начинает творить. Вот это страдание трансформировалось в творчество. Это был гениальный ход, который Октан подарил нам, значит, своему поколению, да, своим ровесникам, которые тогда думали, что все, у нас Советский Союз рухнул, у нас нет перспектив. Он нам подарил надежду, что перспективы есть. И лично я благодарна за этот фильм. И Октан знает, что он мой самый любимый фильм. Хотя, конечно, там... и в 93-м году в августе этот фильм «Селькинчик» был показан впервые, значит, мировая премьера в Локарно в Швейцарии, который фестиваль новых тенденций в кинематографе. Он получил награду «Леопарда завтрашнего дня». Да? Это вот приз надежды, как говорится, хвостик леопарда. И через 5 лет, в 98 году, Октан с фильмом «Бишкемпир» там участвовал, получил серебряного леопарда. То есть как бы леопард уже встал на ноги. Да? И, ну, вот, очень много уже
как бы мировые критики все писали о фильме «Бешкемпир», и он вошел, да, в учебники во Франции, да, и там все, значит, учащиеся во французский, они изучают этот фильм. И он тоже имеет, конечно, огромное значение, потому что это вот тоже в центре фильма та проблема, из-за которой страдал Актан. А то, что когда-то вот он, оказывается, он в один момент, когда нужно было подавать документы, когда он собирался идти в армию, он вдруг обнаруживает, что он приемный сын. И вот это его настолько задело, эта информация, и он переживал. Я снимала его, я тогда работала, да, на телевидении, и 22 января 1997 я снимала интервью в первый съемочный день фильма «Бешкемпир». И он сказал, вот сейчас мне 40 лет, и я наконец решил поведать о своей трагедии, да, своих переживаниях, когда я узнал в 17 лет, что я приемный сын. Вот. И он, как бы, чтобы выплеснуть вот эти эмоции, вот эти страдания, он снял этот шедевр. Вы помните, да, что вот это, ну, это гениальная картина, это потрясающая картина по тому, как она снята. А этот ритуал, да, когда, значит, вот эти 5 старушек, поэтому фильм называется «Бешкемпир», как бы они герои тоже называют «Бешкемпир», которые проводят вот этот ритуал, да, обряд с тем, чтобы вот этого ребенка Бог хранил. И потом, это все цветной эпизод, да, это как бы сверху снято. Потом весь фильм черно-белый, как вот эта повседневная жизнь, только небольшие такие цветные вкрапления, да, и вдруг там вот этот тумара у него, он становится цветной. То есть он говорит, жизнь повседневная, она была прозаичная, будничная, но в этой жизни были какие-то моменты радости, которые сохранились в его памяти. Там, помните эпизод, когда они смотрят индийское кино, и он стоит, да, вот он, то есть, и в этот период он влюблен в девочку, да, которая выше его ростом. Опять этот мотив из Селькинчека, она тоже маленький мальчик пониже ростом, девочка повыше ростом. И он проходит через зрителей во время вот этого индийского фильма, он становится рядом с этой девочкой, а фильм показывается, значит, на открытом воздухе, там, поздно вечером, как это в селе показывается, и они стоят рядом с этой девочкой, которая... Она чувствует, что она нравится этому мальчику, да, и вот он стоит, он счастлив, что смотрит этот индийский фильм и стоит рядом с этой девочкой. Там потрясающие отношения с бабушкой, да, вы помните, да, когда нужно на кино, вот чтобы пойти этот индийский фильм посмотреть, бабушка свой заветный узелок развязывает и дает ему эти копейки, там 10 копеек или 5 копеек она ему дает, и он идет, смотрит это кино, вот, и это автобиографический фильм. Актан говорил, что у него вот этот Селькинчек, Бешкемпир, потом третий фильм «Маймыл», это автобиографическая, это трилогия автобиографическая, как кинотриптих. И в фильме «Маймыл» продюсеры уже настояли, чтобы этот фильм полностью был цветной. И он полностью цветной, это как бы в нем некоторое время перед уходом главного героя, юноши, в армию. Да, вот как он проводит время перед уходом в армию. Он уже, вот этот, его играет же Мирлан Абдикалыков в Селькинчеке, он мальчик, в Бешкемпире он такой подросток, да, и здесь уже юноша, да, 17 лет перед уходом в армию. Тут как бы все, что с ним происходит в этот короткий промежуток, там какая-то история с этой девушкой, разбитной девицей, да, которая, шутя так с ним, играет, и, ну, он как бы достойно несет. То есть он достойно выходит из этой ситуации, которая как бы не совсем ему приятна, но будучи очень воспитанным молодым человеком, он не возмущается, да, он же, ну, встал с этого мотоцикла, отвесил бы пощечину, отправил ее восвояси, он стоически это испытание проходит, довозит туда, куда надо. Вот. И это тоже такая вот интересная была картина «Маймыл». Это первая трилогия. Потом он снял вторую трилогию, да, вы помните, где уже сам в главной роли снялся. Да? Это получается «Света Ке», «Кентавр» и «Симде». Да? В центре уже мужчина зрелого возраста. Ну, мужчина, который как бы олицетворяет сегодняшний день нации, говорят, да. Если дети – это будущая нация, мужчина зрелого возраста – это сегодняшний день нации, а старики – это прошлая нация. И он рассказывал, ну что, электрик, да, это человек, который… Это вот сам была интересная ситуация. Это 2010 год, да, вы помните, что было в апреле
2010 года. И когда люди в Каннах в мае 2010 года этот фильм смотрели, они подумали, что Актан снял о событиях вот месячной давности. Хотя он снимал о предыдущей нашей революции, да, там, когда свергали Оскара Акаева. Вот. И потом, значит, вот этот... И, понимаете, он снял о событиях, когда Оскара Акаева свергали, а фильм в Каннах показали через месяц после того, как Абакеева свергали, и он актуально прозвучал. Это, понимаете, и люди в Каннах сидели и говорили, как? Мы смотрим фильм о событиях месячной давности. Вот. И этот был Светоке. Потом этот фильм «Кентавр», ну, это его мольба о том, чтобы наш народ исправился. Он говорит, наш народ испортился, а я молю Бога, чтобы наш народ исправился. Там совершенно вот эта вот музыка, да, которая сегодня в рефреном шла в этом фильме, который показали французы, да, это как бы музыка, вот события быстро происходят. И в фильме «Кентавр» его в конце там его убивают, да, то есть то, что этот маленький человек, он пытается как бы немножко против шерсти гладить, да, тех людей, ну, нехороших людей, которые портят жизнь простому нашему народу. И за это они его пытаются, да, убить. И мы верим, что, может быть, они его набили, но он остался жив. А может быть, другой вариант, что, может быть, он все-таки убит. Да, вот этот «Кентавр». И этот фильм, как он говорил, наш народ испортился. И вот мой герой, он молит Бога. Там задача, да, проскакать на самом лучшем скакуне и молить Бога о том, чтобы он простил наш народ, который испортился. Но как бы он вот проскакивает, да, свой проскок делает, молит Бога, народ не справляется. Он поэтому другого коня крадет, но он крадет только на одну ночь, чтобы вот проскакать, помолиться, посмотреть, народ исправился или нет. А народ не исправляется, и он опять крадет. И тут подходят только самые лучшие породистые скакуны. И он вот в конце концов он крадет у самого богатого, да, там в селе киргиза, самого дорогого скакуна, и вот он скачет и молит о том, чтобы Бог простил свой народ. Народ, к сожалению, неисправим. И фильм СМД, да, который вот в прошлом году мы с вами посмотрели. Вот сейчас в Ташкенте месяц назад завершился фестиваль «Жемчужина шелка пути». Там жюри, вот, я просто скажу, что председателем был великий польский режиссер Занусси, а в составе был Каплан Оглу, великий турецкий режиссер, там Кристиана Бюхнер из Германии, Джулия из Венецианского фестиваля, да, и из СНГ только Ираклий Кверикадзе. Вот этот состав жюри отметила героиню Талайкана Базова из этого фильма, да, которая сыграла женщину, жену вот этого героя фильма, который пропал где-то в России. Когда он вернулся, оказалось, что он потерял память. А в это время она, ну, что-то случилось в их судьбах, что она вышла замуж за нелюбимого человека. И вот она в этой вот черной одежде, которую одевают, да, правоверные мусульманки, совершенно не свойственно киргизской женщине. И она, когда узнает, что вот этот ее муж вернулся, он потерял память, она начинает переживать. И она бросает вот эту богатую семью, вот, ее, так сказать, второго мужа, она возвращается, она снимает эти черные одежды, она одевается так, как одеваются киргизские женщины, да, вот это светлое, не знаю, там, ситцевое сатиновое платье, вот эта жилетка и платок, просто светлый платок, который сзади повязан, никаких черных одежд. И она приходит, она поет эту песню. Вот это жюри, в котором не было никого из Центральной Азии, не то, что там из Кыргызстана, да, с этим великим польским режиссером Занусси, они отметили именно актерскую работу Талайкана Базовой, замечательной актрисы, которая сыграла вот жену героя, которого сыграла Актана Рымкуба, да, которая сбросила эти одежды, да, черные, которые не свойственны киргизским женщинам. И вот это гимн, да, вот этой любви, все равно на душе она любила все эти годы. Хотя непонятно было, где этот Зарлык, герой Актана Рымкубата, который потерял память, где он пропал там в России. Они же думали, а может быть он умер, потому что не было никаких вестей в течение 20 лет. И неожиданно его находят, его привозят, он, оказывается, потерял память. И когда она вот возвращается в семью, сбросив эти черные, да, одежды, она поет эту песню СМД, а он, как всегда, да, это уникальный герой, который наводит чистоту. Он наводит чистоту, потому что должна быть чистота и вокруг, и внутри.
И он слышит эту песню. СМД, да, это то, что я помню. И мы верим, что у него возвращается память. Потому что это поет его любимая женщина, которая тоже за эти годы, то, что его в Кыргызстане не было 20 лет, она тоже была как в потемках. Поэтому она была в черных одеждах. И когда он вернулся, она поняла, что она должна уйти из этого дома, который ей ненавистен. Она должна вернуться в эту семью ради того, чтобы этот ее любимый человек, к нему вернулась память. Это уникальный тоже фильм. Он покорил многие страны мира, он покорил мир, он получил награду, он получил гран-при азиатского Оскара, да, это киноакадемия Азиатско-Тихоокеанского региона. Тоже она очень престижная. И он в прошлом году получил этот азиатский Оскар, как мы говорим, да, кинопремию, гран-при киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона, потому что люди в разных странах, они понимают эти проблемы, те проблемы, о которых говорит Актан в своих фильмах.